Состоялась 6-я очередная сессия Якутской городской думы. Были рассмотрены и приняты 15 вопросов. Первым вопросом были внесены изменения в нормативный правовой акт Якутской городской думы о внесении изменений в устав городского округа города Якутск. Депутаты приняли его в связи с приведением устава городского округа в соответствие с федеральным законодательством. Мы обратились с инициативой правительства республики по вопросу наделения отдельными государственными полномочиями в области надзора за жильем. Да? То есть, так если по-простому сказать, за контролю за работой управляющих компаний. Самым важным вопросом 6-й сессии городских депутатов стало предложение к правительству Республики Саха-Якутия о наделении городского округа город Якутск отдельными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации по осуществлению регионального государственного жилищного надзора, которое депутаты Якутской гордумы поддержали единогласно. Больше всего людей сегодня все-таки недовольны, наверное, работой управляющих компаний, работой в сфере ЖКХ. Вот эти вопросы, они всегда, наверное, на поверхности, и всегда самые такие объемные вопросы, что ли, да. Но сегодня, к сожалению, администрация города повлиять на работу управляющих компаний практически никак не может. Буквально у нас вчера звучали такие цифры на президиуме. Андрей Викторович Лебедев, который работает в системе ЖКХ, он говорил, у нас 250 управляющих компаний, примерно такое же количество ТСЖ, и получается город на такое количество организаций никакого влияния не имеет. Это, конечно, неправильно. Только если что-то попросить или сказать спасибо, если что-то сделали, а так, чтобы это было, законно, чтобы конкретно управляющие компании что-то делали и отчитывались об этом перед окружной администрацией, к сожалению, такого пока нет. И то обращение главы, согласие на которое сегодня дано депутатским корпусом, оно как раз связано с работой управляющих компаний о том, чтобы часть полномочий передали городу, чтобы город имел действительно возможность влияния на управляющие компании, мог спросить с них за какую-то конкретную работу. На сессии, согласно регламенту Якутской городской думы, принимаются отчеты различных органов исполнительной муниципальной власти. На 6-й сессии были рассмотрены 2 отчета о деятельности контрольно-счетной палаты города Якутска за 2023 год и утверждение отчета Межмуниципального управления МВД России Якутская за 2023 год. Председатель контрольно-счетной палаты Виктор Ушницкий в своем отчете указал следующие результаты по объектам контроля. Структурными подразделениями окружной администрации города Якутска в 2023 году направлены 72 представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, их причин, а также по привлечению к ответственности должностных лиц. Из них исполнены 48 представлений. Следует отметить, что наибольшая сумма нарушений и недостатков установлены в Департаменте имущественных и земельных отношений, Департаменте градостроительства и транспортной инфраструктуры, Департаменте ЖКХ и их подведомственных организаций. Основными причинами нарушений и недостатков деятельности проверенных объектов является несоблюдение требований законодательства должностными лицами и недостаточный внутренний контроль за использованием бюджетных средств и имущества. Различных финансовых нарушений выявлено на сумму около 3,5 миллиардов рублей за 2023 год. Сегодня очень многие коллеги отметили, что с приходом нового руководства контрольно-счетной палаты работа этого органа, она по сути усилилась. И, конечно же, стоит отметить, что она стала более результативной. И использование бюджетных средств оно стало более эффективно. Есть хороший задел на будущее, и работа в первую очередь направлена на профилактику нарушений в области бюджетного процесса. Контрольно-счетная палата провела 29 контрольных и 73 экспертно-аналитических мероприятия. Контрольные мероприятия проведены по вопросам использования муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в социальной сфере, в сфере строительства и инвестиционной политики. Так, в ходе контроля доходов бюджета и использования муниципального имущества отмечена слабая претензионная исковая работа по взысканию задолженности по платежам аренды земельных участков и найма муниципальных жилых помещений городского округа.
Установлены случаи нецелевого и неэффективного использования переданных в аренду земельных участков. Использование земельных участков собственники на цели, не соответствующие видам разрешенного использования, что влечет риск некорректного исчисления земельного налога и, как следствие, недополучения доходов в бюджет. По итогам экспертно-аналитической работы контрольно-счетной палаты выдано 179 предложений и замечаний, из которых были приняты и реализованы 157. Контрольно-счетная палата создавалась при Якутской городской думе. Сегодня они тоже фактически как орган местного самоуправления работают, более самостоятельные. Очень тесно контрольно-счетная палата работает с правоохранительными органами, с прокуратурой, потому что они должны все результаты проверок направлять в прокуратуру. Депутаты единогласно проголосовали за принятие отчета о деятельности контрольно-счетной палаты города Якутска за 2023 год. Много вопросов возникло во время отчета за 2023 год начальника межмуниципального управления МВД России Якутска Алибека Даутова. Депутатов интересовало, как МВД решает кадровый вопрос, каким образом отрабатывается вопрос с уличным видеонаблюдением и тревожными кнопками. Не обошли вниманием и народные дружины. Мы понимаем, что полиция у нас работает в таком загруженном режиме, да, и, соответственно, процент раскрываемости отсюда хромает. Поэтому, конечно же, прозвучало очень много вопросов, мы даже их ограничили. И я думаю, что в будущем с приходом нового руководства МВД Якутска дело исправится у нас, и мы наведем соответствующий порядок для того, чтобы, безопасность жителей нашего города, она отвечала всем современным требованиям. Депутат Саргалана Васильева обратилась к Алибеку Даутову с просьбой взять на контроль формирование народных дружин, так как это будет хорошим подспорьем для обеспечения безопасности, особенно в преддверии международных игр «Дети Азии». Что касается нашей программы «Профилактика правонарушений», это наша муниципальная программа, то исполнители этой программы – это и межмуниципальное управление Якутское, это управление образования, есть мероприятия, которые их касаются, это Центр информационных технологий окружной администрации. И нельзя за всю программу, жестко спрашивать только с одной структуры, это с межмуниципального управления МВД. Потому что те же, например, видеокамеры, установка их, содержание их, работа их – это зона ответственности окружной администрации города. Отчет Межмуниципального управления МВД России Якутска за 2023 год депутатами был принят. На сессии был рассмотрен протест прокуратуры в части положения о муниципальном контроле на территории городского округа города Якутск. Протест касался контроля за газовым оборудованием в многоквартирном доме. То есть вы имеете в виду, что в муниципальном жилищном фонде окружная администрация сама опять будет контролировать уже газовое оборудование? Да, кто конкретно реализует газовое оборудование? А в частности, у нас, как правило, у нас есть нефтегаз, да, специализированные организации. Теперь контроль за газовым оборудованием, находящимся в помещении муниципальной собственности, должен осуществляться муниципалитетом. Принято ряд изменений в нормативные акты Якутской гордумы. Мы рассмотрели вопросы, связанные с правилами землепользования и застройки на территории города Якутска, вопросы, связанные с изменениями в положении о муниципальном контроле. Сейчас мы начнем работать над июньской сессией, она у нас состоится 11 июня. Последний день приема у нас 22 мая. Я думаю, что те вопросы, которые сегодня прозвучали, обсудим и на депутатских комиссиях, также на междепутатской ассоциации столицы. В заключении 6-й очередной сессии городские депутаты рассмотрели наградные вопросы. Мы должны поощрять людей за работу. Некоторые скажут, конечно, это же их работа, что там за это награды давать, да? Но мы же понимаем, что к работе люди относятся по-разному. И свою работу каждый делает тоже по-разному. И те, кто это делает очень ответственно, очень добросовестно, творчески, красиво, за это и обязательно, я считаю, нужно поощрять.